Начнем выпуск с важного правительственного сообщения. Президент России прокомментировал изменения в пенсионном законодательстве, которые предлагает правительство. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, но дискуссии, порой весьма острые на эту тему, в обществе продолжаются. Владимир Путин сказал, что изменения должны иметь, цитата, «человеческое измерение» и быть справедливыми. Все решения будут касаться судеб миллионов людей и должны учитывать интересы граждан. Заявление сделано перед участниками совещания по социально-экономическим вопросам. Оно прошло в Омске. Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна. И вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде. В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда. Должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет. Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть. Это важно, это необходимо. Разумеется, что при этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением. Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчивой на десятилетия вперед, но и самое главное, и это хочу подчеркнуть, самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными. Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но прежде чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения. Итак, как подтвердили в пресс-службе Кремля, важное президентское обращение, а это будет именно телевизионное обращение, ожидается завтра. Напомним, необходимость изменений, как поясняется, обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В Коми этот порог на 5 лет меньше. В предполагаемом законопроекте скидка для северян сохранится.